выпуск программы ЖКХ «Перезагрузка». И прямо сейчас мы расскажем и покажем состояние детских площадок в столице. Неисправные детские конструкции в любой момент могут стать причиной для травмирования ребенка. Это многоквартирный дом по улице Фрунзе. Здесь некоторые игровые элементы готовы рухнуть прямо на наших глазах. А на качелях, которые врезаются в дерево, давно уже никто не развлекается. А к этим качелям, которые находятся в ПГТ Каахеме, детям не пройти. Все заросло сорняками с человеческий рост. А на этой детской площадке, что в южном микрорайоне, совсем безлюдно. Нет мамочек с колясками и детей, как это обычно бывает. Деревянный каток и пару таких же выцветших конструкций – это все, что есть. Для того, чтобы узнать состояние детских площадок в столице, наша съемочная группа побывала в нескольких точках города. И в результате мы увидели, что состояние многих детских площадок оставляет желать только лучшего. Нет, это не кадры какого-то заброшенного и безлюдного микрорайона. Вокруг многоквартирные дома, улица Кочетова. На этой детской игровой площадке мусор разбросан как будто после сильного ветра или урагана. А вокруг бутылки от спиртных напитков. А из игровых комплексов пустые ворота, в которые давно уже никто не играл и не забивал голы. А это мини-песочница и такого же размера качели-качалки, видимо, предназначены только для одного ребенка. Вот как раз шли сейчас с детьми, про это говорили, что очень хотелось бы, чтобы хорошая была площадка для детей. Мусор вообще безобразно, конечно, не вывозят. Постоянно горы мусора, постоянно запах неприятный. Вот постоянно здесь так беспорядок. Детей много, хотелось бы на самом деле, чтобы и качели налаживали, вот, и хорошую действительно сделали детскую площадку, потому что детям действительно на самом деле поиграть здесь негде абсолютно. Она уже давно в таком состоянии. Знаете, у нас она раньше была и обустроена, и все это сделали. Когда у меня еще дети маленькие были, я думала, как хорошо, вот, что будет. А как начали подрастать, все, площадки нету. Здесь была избушка, ну как, домик стоял, песочница. Ее все разнесли. Вот что осталось все. Никому ничего не надо. Мусор не вывозят, что вот наши контейнеры, что здесь контейнеры. Здесь бывает, что дети играют и бомжи ходят, что попало делают. Ничего не... Даже вот ремонт делают сами жильцы. Мусор кидают, не нанимают машину, чтобы увозить это. Все вот эти остаются. Вот так, видите? Все он. Основные недостатки, которые мы обнаружили, это отсутствие удобного и безопасного покрытия у большинства площадок, а где-то покрытие и вовсе отсутствует. Также есть беда со сломанными качелями и другими игровыми элементами. Напомним, что с начала этого месяца в структуре правительства Тувы свою работу начало новое ведомство – Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Как отмечает в РИА главы Тувы Владислав Ховлы в своем микроблоге, сфера ЖКХ – это самый большой участок работы, где накопилось много проблем. И сегодня мы увидели, что это действительно так. Новым Министерством жилищно-коммунального хозяйства акцент делается и на благоустройство и ремонт детских площадок. Надеемся, что в скором времени ситуация найдет свое решение и детям наконец-то будет есть где играть. На этом у меня все. Это был второй выпуск программы ЖКХ «Перезагрузка». До встречи в следующий четверг на телеканале Тува-24. Айраса, Владимир Шуртык, Буя Мангуш и Айдын Кулар, Тува-24.